Песней о любимом Грозном открыли праздничный концерт. Публика горячо встречает Джамиля Дзагиева и ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД. Жителей республики со столь значимым событием поздравил Рамзан Кадыров. Праздник – это для нас очень важный, потому что мы празднуем день рождения города Грозного, день рождения самых активных участников развития мирной жизни молодежи и День учителя. У нас очень много праздников сегодня. Я хочу вам всем пожелать удачи и в первую очередь хочу передать слова нашего национального лидера, президента Владимира Владимировича Путина. Он сегодня звонил и от души поздравил всех нас с нашими праздниками. Пожелал нам удачи, счастья, благополучия и просил передать, что он верит в чеченский народ и всегда будет с нами. А мы говорим президенту, что мы всегда будем с ними и никогда не подойдем и выполним его приказ в любой сложности. Да здравствует Россия, да здравствует Путин. Второе рождение города Грозного – это большинство и в первую очередь заслуга нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова Далгаз Обалдуэльсона. Вопрос стоял, перенести столицу невозможно восстановить. Все люди боялись возвращаться, говорили, психологические травмы невозможно восстанавливать, поэтому надо перенести или отдельно сделать где-то отдаленном месте столицу нашей Родины. Ахмад Хаджи сказал железно: мы восстановим Грозный и сделаем еще краше. Ну, он не успел этого сделать, на все воля Всевышнего, но оставил он своих единомышленников, нас, друзей, товарищей, своих помощников. Мы и весь чеченский народ благодаря руководству государства восстановили сегодня нашу столицу. И сюда приезжают тысячи туристов, самые именитые спортсмены, актеры, бизнесмены. И все один голос говорят, что город самый красивый, наш город Грозный, город воинской славы. Благодаря той политике, которую начал Ахмад Хаджи, мы сегодня вернули все, что должно было быть у нас. Благодарю президента за то, что он принял такое решение. Мы помним судьбу чеченского народа, мы помним, как мы жили и какой был авторитет у чеченского народа у себя на родине. Не было никакого авторитета. Были трудные годы. Нас выселяли за то, что мы придерживались к религии ислам. Нас выселяли в том, что мы хотели быть чеченцами. И эти времена прошли, пришли другие, но назывались они по-другому не коммунисты, а ваххабисты. И то же самое не давали нам быть чеченцами. Ахмад Хаджи сказал правду. Правду он сказал не просто, а как религиозный деятель озвучил, доказывал всем, ссылаясь на Коран и сунна нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и заложил фундамент на пути Всевышнего, на пути джихада, и объявил тем шайтанам войну и выиграл эту войну. На сегодняшний день мы можем заявить, что мы, да, чеченский народ, и что мы хозяева этой родины, и мы никому никогда не позволим шутить с нашей республикой и с нашим народом. Наш народ выбрал 23 марта на референдуме и проголосовал большинство, что мы хотим жить в составе России, и приняли Конституцию. Это для нас свято, и мы будем охранять его бережно. И никогда никому не позволим допустить того, что допускали раньше. И сегодня город Грозный развивается, не только Грозный, республика развивается. Сегодня мы видим от лица наших граждан, горожан, и это радует, это есть удовольствие. Что может быть лучше, чем служить своему народу? Мы счастливы, что в наше время Всевышний выбрал нас и дает возможности служить для нашего народа, для нашего государства.
Разделить радость вместе со всей Чечней прибыло много почетных гостей. Среди них глава Республики Крым Сергей Аксенов, певец Тимати, лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, известный как хирург. Теплые поздравления в адрес главы Чечни прозвучали из уст председателя Духовного управления мусульман России Равиля Гайнуддина. Он вручил Рамзану Кадырову орден за заслуги перед мусульманской уммой. Я сердечно хочу приветствовать вас в вашем лице, весь чеченский народ и народов, живущих на территории Чеченской Республики. Искренне хочу поздравить мэра города Грозного, жителей Грозного, молодежь и учителей, которые сегодня отмечают свой праздник. С праздником вас, дорогие мои братья и сестры! Ведущие этого праздничного вечера – известные артисты российского шоу-бизнеса Игорь Верник и Николай Басков. Гостей своими выступлениями радовали национальные творческие коллективы и звезды местной эстрады. По бурным аплодисментам можно сделать вывод, что праздник удался. Очень хорошее мероприятие, организация, все на высшем уровне. Вы, как видите, мы с детьми пришли и под невероятным впечатлением находимся. Большое спасибо нашему главе за такой праздник. Масштабный концерт в честь дня рождения Грозного завершился зрелищным салютом. Залпы фейерверков можно было увидеть практически в любой точке города. Елена Черенкова, Хава Жемунаев. Новости.